О нем читал, вот, возможно, как физик сможете больше прояснить, как кобальтовая бомба существует. Ну, это я слышал когда-то, но То это... есть я слышал, что существует бомба, условно. Нет, ну, она не существует. Я не думаю, что они существуют. Таких страшилок было много, самых разных. Нейтронное оружие, там, кобальтовая бомба, все. Оно существует. Ну, я не знаю, оно существует. Ну, это вы думаете, я не знаю. Вам виднее. Но про кобальтовую бомбу, там я далек от всяких ядерной физики. Нет, там бомба, которая... Нет. Там кобальтовая бомба, это бомба, при которой при ядерной реакции возникают изотопы, я не знаю чего, наверное, кобальта или какие-то производных, которые очень долго распадаются. Из-за этого возникает длительное заражение местности. А там насчет весь материк, ну, извините меня, чтобы весь материк зарядить, надо на весь материк это все дело рассыпать, а все локально. Это страшилки, которые возникали, все эти понятия нейтронная бомба, кобальтовая бомба, это все понятия примерно 30-летней давности. Сейчас они не появляются, сейчас другие страшилки появились. Например? Ну, например, вот это глобально, вот это там 21 декабря, конец света, там та же астрология, когда там сегодня не ходи по улице, переехать может, потому что звезды так встали. С вашей точки зрения, какого типа ядерного оружия человечество стоит опасаться больше всего? Можно человека. Человека? Конечно. А если не человек, а инструмент все-таки взять? Инструменты разные же бывают. Нет, человек. А человек применяет инструмент. Потому что в любом случае все катастрофы, о которых мы с вами говорили, ядерные, которые возникали на тех же станциях, вот три такие глобальные, Три-Айленд, дальше Чернобыль, дальше Фукусима, это же все катастрофы, связанные с некомпетентностью персонала. Поэтому опасаться надо только необразованного человека. Или амбициозного. Давайте поговорим о необразованных, либо амбициозных, вы сказали еще. Ну, конечно, да. Вот рядом с нами находится Белоярская атомная электростанция, которая строится третий энергоблок. Это является угрозой хотя бы жителям Екатеринбурга? Ну, нет, какой угрозы? Белоярская атомная станция – это первая промышленная станция, которая была построена в Советском Союзе, одна из первых в мире. Самый квалифицированный персонал всегда работал именно там. Люди проходили здесь повышение, ну, получали квалификацию, ехали дальше по всей стране. Сейчас строится реактор на быстрых нейтронах, который просто безопасен. Можете пояснить для дилетанта, почему реактор на быстрых нейтронах он безопасен? А потому что при любой аварии он просто выходит из режима ядерной реакции. По физике, по своей, он такой. Если там происходит утечка, вот какими утечка, не пользуйтесь понятием словом утечка. Утечка чего? Чего утечка? Хорошо, переформулируйте за меня. Я считаю, ну нет, утечка радиоактивных веществ. Ну а каких радиоактивных? Да ну ведь в Чернобыле же не утечка веществ проблема была. В Чернобыле была проблема главная в том, что не сработала система защиты, и из-за этого резко повысилась температура активной зоны. Почему на БС это невозможно? А на БС невозможно, потому что сама по себе технология получения энергии в нейтронных, в реакторах на быстрых нейтронах, она совершенно иная. Там все сделано так, есть такое понятие физики, система обратной связи. Так вот здесь такая мощная отрицательная обратная связь, когда любые выходы сразу давятся. Поэтому... А дальше люди.